выхожу из Постпредства Республики Саха-Якутия в Москве, так как нахожусь в командировке здесь. Давно не встречались. Всех с наступившим Новым годом, Рождеством Христовым. Всем благополучия, счастья и, конечно, главное – здоровья. Безусловно, то, что ковид у нас в мире не сдается, вносит свою специфику уже и в нашу работу. К сожалению, и об этом вы наверняка все знаете, у нас в республике последние несколько дней идет значительный рост. Рост этот идет в первую очередь из-за того, что по городу Якутску заболеваемость резко выросла. Она сегодня достигает 75% от заболевших по республике, а совсем недавно это было там порядка 25-30% от общего количества заболевших. И, к сожалению, мы сегодня уже имеем и официально уже выявленный случай штамма омикрона в Якутске. Безусловно, это все вынуждает нас более серьезно относиться к вопросам соблюдения всех ограничений. К сожалению, вот мы были вынуждены их и увеличить ограничения. Мы на час сократили работу предприятий общественного питания. Если раньше до часа ночи это было, то сейчас до полуночи. Ну и в торговые центры сегодняшнего дня вход по QR-кодам. Я прошу людей с пониманием отнестись к этому решению. Это решение принимается исключительно в целях сохранения здоровья людей. Омикрон очень опасен тем, что его заразность практически, как говорят специалисты, от 3 до 7 раз выше, чем у тех форм коронавируса, которые циркулировали раньше. И, безусловно, в этих условиях мы сегодня не можем никак говорить о том, чтобы каким-то образом снижать требования, каким-то образом облегчать, скажем так, те требования, которые у нас есть. Безусловно, здесь мы должны все делать для того, чтобы мы полным ходом работали именно для того, чтобы сберечь здоровье людей. Так, у меня тут опять что-то тут зависло. Так, ага, он появился. Появился у нас, по-моему, это Инстаграм. Вот. Коллеги, мы здесь как раз, друзья, говорим о коронавирусе, о омикроне, который у нас появился в Якутске. Безусловно, здесь необходимо очень, еще раз говорю, внимательно соблюдать все те ограничения, которые есть. У нас их не так много. Но вот масочный режим, дезинфекция, термометрия, это становится очень важно. Ну и, конечно же, вакцинация. Потому что всеми специалистами по всему миру говорится о том, что именно вакцинированные сейчас, даже если болеют, видно, штаммом коронавируса, вот этим омикроном, то болеют они гораздо легче, многие даже бессимптомно болеют. Вот. А, к сожалению, то, что касается непривитых, то не исключены, и вот в мире это наблюдается, и случаи тяжелого протекания этой болезни. Вот. Конечно же, мы надеемся на лучшее, но вместе с тем самое главное заботиться людям о своем здоровье самим, и здесь самый лучший способ – это именно вакцинация. Рад, что за последние дни вакцинация по Якутску выросла, значительно выросла. Так, надеюсь, что и в других районах республики она будет достаточно эффективно, быстро проходить. У нас есть ряд районов, где вакцинация уже практически, планы все уже выполнены, и уже близкие цифры к 80, у многих районов 80% взрослого населения, у многих и за 80 уже вышло. Но, к сожалению, есть районы отстающие. Так? Каждый день сводка выходит в оперативном штабе, поэтому можно с этим ознакомиться. Отставание от вакцинации, конечно же, приведет к тому, что в этих районах заболеваемость может резко, бесконтрольно вырасти. Так? И это, конечно же, приведет и к увеличению тяжелых случаев протекания болезни, и, к сожалению, к смертям. У нас люди умирают от ковида, в том числе и в республике. На сегодняшний день, с начала ковида до сегодняшнего дня, с диагнозом ковид у нас скончалось 1825 наших сограждан. Для нашей республики это огромная потеря, при том, что мы по смертности одни из самых последних в стране. Вот. Ну, давайте начнем смотреть вопросы, друзья. Так. Вот. Пишут, давайте закрываем школы. Так, закройте школы, закройте детские сады. Друзья, это решение
можно принять, перевести опять из школы на дистанционное обучение, закрыть детские садики, но мы с вами понимаем, что в этом случае мы можем ли гарантировать то, что, во-первых, дети наши будут именно дома сидеть, так? Во-вторых, это самое тоже главное, ну, по детским садам, если мы детские сады закроем, то кто будет с детьми дома сидеть? Вот. Тоже очень серьезный вопрос. По школам хочу сказать, что там, где случаи ковида обнаруживаются, там классы закрываются, в детских садах группы закрываются на карантин. В принципе, все достаточно четко контролируется. Сегодня количество заболевших детей от общего количества заболевших по республике 17%. Вот. Так как было, так оно и остается. Так. Так. Ну, пока вопросы все по ковиду. Сделайте локдаун. Ну, локдаун можно сделать очень просто, так это здесь больших ухищрений не надо, но в этом случае что будет у нас с людьми, которые сегодня останутся без заработной платы, без возможности к существованию? Это тоже очень непростой вопрос, и локдаун – это самая крайняя мера в том случае, если заболеваемость, еще раз говорю, будет выходить из-под контроля. Именно заболеваемость и нагрузка на систему здравоохранения. Вот. Пока мы никаких оснований для введения локдауна не видим. У нас, ну, например, если касаться города Якутска, то сейчас стационарных по городу Якутску 300 человек с диагнозом ковид, так у нас лечится. При том, что у нас количество коек, которые мы по Якутску разворачивали, максимальное количество может достигать 2000. То есть у нас есть очень большой на сегодняшний день запас по разворачиванию коек. Конечно, бы не хотелось, чтобы этот случай настал, вот, но еще раз говорю, мы любые действия будем принимать в зависимости от развития ситуации. Вот. Поэтому здесь писать о том, что локдаун сделать, это, еще раз говорю, на сегодняшний день оснований для введения локдауна нет. Так, детская вакцина когда будет в Якутске, пожалуйста, подскажите. Ну, боюсь, что это будет не скоро, так как сейчас подростковая вакцина, она уже в стране разработана, но она проходит клинические испытания. В том числе сейчас уже проходят испытания на добровольцах. Это достаточно такой долгий период, несколько месяцев это все равно займет. Надеемся, что это тоже появится, и те, кто из родителей, кто желает привить своих детей при согласии полном родителей, такую возможность получат. Во многих странах мира сегодня уже подростковые вакцины, они уже становятся обязательными. Если заведение работает по QR-коду, нужна ли дистанция? На сегодняшний день принято решение вот по предприятиям общепита, что социальное дистанцирование по тем предприятиям общепита, которые работают по QR-кодам, оно сокращено, то есть возвращено к тем параметрам, которые были ранее. Так. Так, до конца января карантин сделать. Ну вот пишут про карантин очень много, так, но очень многие возражают против этого. Тут самые разные мнения проходят, коллеги. Еще раз говорю, мы карантин просто так вводить бессмысленно. Его надо вводить, когда есть для этого все эпидемиологические показатели. На сегодняшний день по количеству тяжелых больных, по количеству, еще раз говорю, нагрузки на систему здравоохранения у нас оснований для введения локдауна нет. Так, в Якутске случай омикрона единичный или уже несколько больных? Ну, на сегодняшний день омикрон у нас подтвержден вот у человека, приехавшего из Турции после отдыха, он официально подтвержден. Также около 10 случаев мы направили на подтверждение в Санкт-Петербург, но так как процесс это достаточно долгий, то мы его получим где-то только через неделю, через 10 дней под полное подтверждение. В Якутске пока вот те, скажем так, процедуры по выявлению именно омикрона, они сейчас у нас не работают. Нет пока таких. Мы направляем их на проверку в Санкт-Петербург. Но система тестирования именно по омикрону в стране уже разработана. Надеемся, что скоро у нас в Якутске тоже появится. Так, многие жалуются на звук, но здесь, в принципе, я все-таки прошу ваши настройки на телефонах посмотреть. Здесь у нас, в принципе, все работает.
Так, вот начал вопрос по пожарам, как подготовка идет. Мы готовимся. Вот только сегодня с утра я здесь по ВКС проводил большое совещание с участием руководителей наших республиканских учреждений, министерств, ведомств, с участием федеральных органов, прокуратуры, МВД, Росгвардии и главного федерального инспектора. Докладывал первый заместитель председателя правительства Садовников. Хочу сказать, что за последние 2 месяца составлен очень серьезный, подробный, комплексный план работы на 2022 год, который включает в себя все, начиная от момента появления пожара до его отчетности уже по его тушению. И в рамках него, конечно, огромная работа сейчас проводится по всем муниципалитетам. Есть, конечно, узкие места, на них я сегодня тоже обратил внимание. Они в основном касаются тех населенных пунктов республики, которые расположены в лесной зоне. К сожалению, многие главы местного самоуправления, наследные, как-то относятся к этим вопросам достаточно легковесно. И главы районов, так, решений о тех же лесопожарных зонах, которые сегодня уже требуются согласно закону, не принимаются, а более того, некоторые пишут письма, обращаются и в адрес правительства, в адрес надзорных органов с просьбой перенести исполнение вот этих решений по противопожарным разрывам на 2023-2024 годы. Конечно, это недопустимо. Поэтому здесь будем смотреть и принимать меры. Но в целом хочу сказать, что благодаря решению президента у нас почти в 5,5 раз увеличено федеральное финансирование на тушение и тушение пожаров, мониторинг пожаров. И, конечно же, мы считаем, что эти цифры гораздо лучше, чем были раньше. Порядка 1,6 миллиардов рублей, выделенные из федерального бюджета. На следующей неделе к нам прилетит министр природных ресурсов страны Козлов Александр Александрович, с которым мы как раз в рамках его визитов в такие пожароопасные регионы обсудим весь комплекс мер, которые надо принять и на уровне муниципалитетов, на уровне республики и на федеральном уровне, чтобы пожары 2022 года не достигли тех размеров, какие они были в 2021. Так. Вот пишут, когда же закончится ограничение. Когда ограничение, ограничение закончится, когда у нас окончательно уйдет угроза большой серьезной эпидемии, связанной с ковидом. До этого времени определенные ограничения будут действовать. Но мы же с вами уже были свидетелями, что когда обстановка позволяет, ограничения в основном уже все снимаются. Вот у нас в республике, например, так и было. Но сейчас, к сожалению, еще раз хочу сказать, что из-за взрывного такого роста по ковиду, по городу Якутску, мы, конечно, некоторые меры именно по городу Якутску возвращаем. Кстати, вот здесь тоже пробежали вопросы, я видел от предпринимателей, судя по всему, по торговым центрам QR-коды пока только по городу Якутску. По другим районам, по другим городам это требование пока не вводится. Будем смотреть в зависимости от эпидситуации по тем или иным муниципальным образованиям. Так, вопросы вот здесь разные тоже есть. Почему Международная артиллерийская школа не набирает детей с 5 класса? На сегодняшний день, на самом деле, артиллерийская школа наша, она набирает 7 класса. У нас реально большое количество детей, приехавших из арктических, отдаленных улусов, они живут в общежитии, но и вот как раз общежитие не позволяет нам набирать уже с 5 класса. Пока, вот еще раз говорю, пока работа идет по артиллерийской школе именно по обучению 7 класса. Все-таки детей, пятиклассников, например, отрывать из семьи, переводить их в интернат, это все-таки пока мы считаем, что это рано для таких маленьких детей. Поэтому было принято решение, что мы обучение по артиллерийской школе проводим 7 класса. Так, по ГСМ. По ГСМ, да, у нас сегодняшний день в целом по стране есть рост стоимости топлива, в первую очередь по дизельному топливу. И Саханефтегазсбыт за последние дни по согласованию с правительством, насколько я знаю, увеличил цену порядка на 7-8% именно по дизтопливу. Вот. Мера
К сожалению, она объективная, потому что цены всех заводов, поставляющих дистопливо, они резко пошли наверх. Вот. В убыток себе торговать с большим убытком предприятие тоже не может, поэтому, в принципе, цены по всем предприятиям, они примерно одинаковы, плюс-минус так. Но, конечно же, я еще раз хочу подчеркнуть, что мы уйдем вот именно вот в зависимости от цен по топливу, наша зависимость уйдет от нефтеперерабатывающих заводов страны только в том случае, если мы наладим собственное производство газомоторного топлива. И политика перевода автомобилей и легкового, и грузового автотранспорта на газомоторное топливо должно стать одной из главных. И я считаю, что здесь, конечно, работа должна идти и дальше, в том числе со стороны правительства, со стороны крупных хозяйствующих субъектов, муниципалитетов по более активному развитию этого рынка, по строительству газозаправочной инфраструктуры, ну и в целом по созданию такого, более расширению создания производства газомоторного топлива у нас в Якутии. Так. Так, здесь пишут по квартиры по детям-сиротам. Если здесь какие-то есть нарушения, я прошу или в мой адрес обращаться. Ну и если вопрос достаточно далеко давно тянется, то, конечно же, надо обращаться и в прокуратуру. Потому что по защите интересов детей-сирот большая работа проводится. И если есть какие-то нарушения, то или на моем уровне, или на уровне прокуратуры справедливость восстанавливается. Так, если есть серьезные нарушения. Так. По аэропорту спрашивают, правда, не понял, просто пишут аэропорт. Так, как будут проходить спортивные мероприятия? Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Вот это то решение такое тоже принимается. Ну, отборочные соревнования и так далее, они будут проходить, но, еще раз говорю, с соблюдением всех норм, а при этом зрителей на соревнованиях не будет. Обучение вот в школах, оно сейчас будет проводиться пока без изменений. Решение о остановке и переводе на дистанционное обучение не принято пока по городу Якутску. По другим районам вообще нет никаких оснований сегодня вводить там дистанционное обучение. Будут ли выделять участки для многодетных? Будут. Более того, сейчас выделяются средства для более быстрого обустройства инфраструктуры для многодетных семей. По городу Якутску порядка 110 миллионов должно быть выделено. Пишут о том, что ограничения сняли, а потом выпустили людей за границу. Зачем? Чтобы опять всех ограничить во всем. Ну, здесь хочу сказать, что запрета на выезд на границу у нас в стране и вообще такового и не было. Поэтому как люди ездили, так и ездили. Вот. Но, к сожалению, вот омикрон, он вот по всему миру очень быстро распространился. Он уже появился в конце ноября, ну и сейчас уже стал доминирующим вирусом уже практически на планете. И в Соединенных Штатах, и в Европе, и в Африке, и в Азии. У нас он становится уже таким превалирующим, например, в частности, вот по Москве, уже почти половина выявленных случаев на сегодняшний день – это омикрон по Москве. Вот. Ну и у нас, еще раз говорю, мы к этому тоже достаточно, наверное, в ближайшие недели уже придем к такому сроку. Так, вопрос по собакам. Вот несколько вопросов было. Так, хочу сказать здесь, конечно же, несколько слов о той трагедии, которая произошла в конце декабря. Еще раз приношу свои соболезнования родственникам, близким погибшей. Конечно, эта трагедия во многом плод неправильной работы и служб муниципальных по отлову собак, ну и, конечно же, того несовершенства федерального законодательства, которое мы сегодня видим. Даже если не вводить в федеральное законодательство требования об усыплении агрессивных собак, то
безусловно, даже без этого в этом законе очень много белых пятен. Поэтому я считаю, что мы здесь должны работать в правовом поле. Безусловно, надо готовить законодательные инициативы. И здесь депутаты Государственной Думы от республики, на мой взгляд, должны активную позицию занимать. Насколько я знаю, сейчас Государственное собрание тоже рассматривает проект поправок, которые намерены выносить в Государственную Думу Российской Федерации. Ну и, конечно, на уровне вот уже муниципалитетов, на уровне департамента ветеринарии надо обеспечить эффективное, целевое и правильное, качественное использование тех средств, которые выделяются. На самом деле, в целом по республике выделяется немало средств на работу с безнадзорными животными. Если есть необходимость, эти средства будут увеличиваться. Но еще раз хочу сказать, что, конечно же, это должно идти именно эффективно и очень четко контролироваться, в том числе и надзорными органами, целевое использование этих средств. К сожалению, вот как мне докладывал и глава города, и соответствующие службы, вот по пункту передержки животных вопросов много, на которые пока еще ответов нет. Но еще раз хочу сказать, что этим вопросом надо заниматься, в первую очередь муниципальным властям, на постоянной основе, так, а не когда происходят такие резонансные трагические случаи. Вот. Ну и, конечно же, законодательным органам власти надо принимать все меры для того, чтобы закон абсолютно никаких белых пятен в этой части не оставлял. Безусловно, приоритет жизни человека, он должен быть во главе всех вот этих изменений. Почему строительство дороги начали от Усть-Хатына в 4 полосы, а не со стороны Белого озера? Со стороны Белого озера начать ее сложнее, потому что там много вопросов, связанных с земельными участками, и эта работа в эту сторону будет, вот как раз вот Усть-Хатына в сторону Белого озера будет идти. Сейчас как раз проектирование делается. Более того, по планам дорога должна, вот эта четырехполосная, идти не только до Белого озера, она должна вообще вот идти практически до аэропорта. Вот. И работа здесь большая предстоит и со стороны городских служб, и республиканских дорожных служб для того, чтобы вот это у нас направление в сторону Намцев, оно было полностью расшито. В ту сторону город растет, активно застраивается индивидуальной жилой застройкой. И, безусловно, там должно быть и соответствующее правильное дорожное движение обеспечено. Так, люди спрашивают до сих пор, по-моему, люди не верят, что омикрон у нас в Якутске. Омикрон у нас в Якутске, к сожалению, это так. Вот я еще раз это подтверждаю, и здесь надо быть нам уже, уже подготовленными к этому и совсем по-другому реагировать. Поэтому вот еще раз говорю, соблюдение масочного режима, дезинфекция, термометрия, то, чем мы вот занимались, особенности вот первый 20-й год, так, очень хорошо соблюдали. Надо сейчас это все возвращать. Так, спрашивают про бассейн поселка Нижний Куранах, чтобы его быстрее открыли. Ну, насколько я знаю, он как раз был закрыт из-за, там ремонт проводился, ну и сейчас закрыт из-за вот этой эпидситуации. Как только она позволит, надеюсь, бассейн будет открыт. Вот я попрошу алданцев взять на контроль данный вопрос. Так. Спрашивают про новые автобусы в Якутске, когда придут, и от этого станет ли удобнее. На самом деле мы в рамках столетия республики, которое мы отмечаем в 2022 году, приняли решение правительства и с городом отработали программу 100 автобусов к столетию республики. Так, сейчас это уже конкурсы проведены, автобусы уже изготавливаются. Надеемся, до апреля месяца они уже будут в Якутске все. 100 автобусов, из них 90 выйдут на внутригородские маршруты, 10 на скажем так, улусные перевозки, намерены использовать их. Они все будут работать на газомоторном топливе. Ну и, безусловно, я считаю, что для того, чтобы стало более удобнее людям вообще по общественному транспорту города Якутска, здесь на самом деле изменения нужны не только в качестве самих автобусов, нужно вводить новые маршруты, так как в городе строятся новые микрорайоны, так меняется уже логистика движения людей.
Надо вводить понятие единого билета, чтобы человек на каждый автобус, заходя в течение дня, не покупал по новые билеты. Так. В общем, надо вводить и развивать новую систему управления городским транспортом. Считаю, что у города Якутска ресурсы для этого есть. И интеллектуальные, и финансовые, материальные. Здесь вопрос только политической воли. И уверен, что в течение 2022 года новая система, она появится. Тем более сейчас, благодаря федеральному национальному проекту по дорогам, по безопасным качественным дорогам, в Якутске также сейчас уже началась реализация проекта по внедрению интеллектуальной системы управления движением. То есть это интеллектуальное управление как раз светофорами для того, чтобы минимизировать пробки. По подсчетам специалистов, на 30% после того, как эта система начнет работать, по городу передвигаться там можно будет быстрее. Так, это тоже очень важно. И вот как раз вот эти все решения должны привести к главному, чтобы качество жизни людей было лучше, качество передвижения. Так, жалуются на ожидание результатов ПЦР от жителей северных районов, так, когда будут поступать экспресс-тесты. Большая партия экспресс-тестов сейчас закуплена, она в первую очередь будет поступать в удаленные районы. Ну и просил бы Минздрав вот как раз по закупке экспресс-тестов более активную работу проводить для того, чтобы мы, вот особенности в период, когда понятно, что нагрузка на ПЦР-лаборатории по крупным городам, районным центрам будет возрастать, все-таки больше уже тестов, таких экспресс-тестов делали на местах и первичные какие-то, скажем так, решения по лечению людей уже на месте принималось уже по результатам экспресс-тестов. Это очень важно, потому что болезнь развивается быстро. Инкубационный период у того же омикрона, он вообще сейчас составляет 2-4 дня. Так? А помните первоначальные эти штаммы, когда коронавирус появился, там 14 дней было инкубационный период. Сейчас это 2-5 дней. При этом, как руководитель Роспотребнадзора вчера на видеоконференции сказала, вирус становится уже заразным после проникновения человека уже в первые сутки. Вот. То есть практически моментально. И поэтому, конечно, вот как раз тестирование на местах надо обеспечить гораздо более быстрыми темпами, но и делать так, чтобы все-таки люди на местах за это не платили, а все-таки эти расходы взять на систему здравоохранения. Это очень важно. Здесь есть как раз быстрое выявление заболеваний ковидом у людей. Так, вот здесь несколько вопросов по земельным участкам. Ну, надеюсь, это все сейчас отслеживается. Потом мы, безусловно, это все передадим в те муниципальные районы, которые требуют решения. Так, когда будет газификация и увеличение пропускной способности? Вот здесь тоже несколько вопросов было по разным участкам, в первую очередь по городу Якутску. Хочу сказать, что по поручению президента сейчас приняты все решения по социальной догазификации. У нас в течение 2022 года 2000 семей, они уже смогут провести газ к своим домовладениям. В первую очередь это произойдет благодаря вот как раз увеличению пропускной мощности по тем или иным направлениям по городу Якутску. Мне руководитель Сахатраснефтегаза недавно докладывал по ситуации по дегазификации. Планы все реальные, они будут реализовываться. Но при этом хочу подчеркнуть, что благодаря вот нашим совместным с «Газпромом» решениям у нас газификация также в этом году начнется населенных пунктов, которые лежат рядом с газопроводом «Сила Сибири». И в этом году работы начнутся по населенным пунктам в Ленском районе, в Нерюнгринском районе, ну и в дальнейшем продолжится, так, для того, чтобы все вот населенные пункты, которые вдоль трассы «Сила Сибири» есть, это и в Алекминском районе, и в Алданском, они все были газифицированы. Так, вот опять люди, судя по всему, поздно заходят, спрашивают про дистанционное образование по Якутску. Дистанционное образование по Якутску, решение такого не принято. Вот. Пока оснований, как говорят соответствующие службы, нет.
Вопрос спрашивают по детям Азии, когда будет принято решение о проведении Детей Азии в республике. Ну, хочу сказать, что Дети Азии с очень большой вероятностью пройдут в 2024 году в городе Якутске. Это хорошая новость. Буквально перед Новым годом межведомственная комиссия правительства Российской Федерации собиралась и приняла решение о том, что разрешить, скажем так, городу Якутску выставить свою кандидатуру на проведение этих игр. Мы в соответствующие все документы в оргкомитет отправили по играм Дети Азии. Международный комитет в эти дни окончательное решение оформляет, и мы надеемся, что уже в течение следующей недели решение о проведении Детей Азии в 2024 году в городе Якутске будет уже официально принято и официально оформлено в нашем соглашении. Так, спрашивают про субсидированные билеты. Здесь было несколько таких программ по вот вопросы есть и по внутрирегиональным рейсам по субсидированию, и по междугородним в центральные регионы страны. Вот, по внутрирегиональным мы программу приняли. В этом году увеличиваем кратно количество субсидируемых билетов по рейсам в арктические наши районы, и эта программа будет работать в течение всего года. Далее мы рады, что благодаря позиции президента страны в этом году льготные билеты, они у нас будут на центральные города из Якутска, с Нерюнгри, с Мирного в течение всего года эта программа будет работать. Более того, вот если раньше по льготным категориям населения, по пенсионерам, по молодежи, у нас выделялось только определенное количество билетов, а больше их не было, так, то сейчас уже принято решение, что вот льготные категории жителей, которые могли пользоваться льготными перелетами с Дальнего Востока, это будет обязательство государства, то есть это будет обязательство работать в течение всего года без никаких ограничений. По другим категориям там, в принципе, деньги выделены, но если, как заверяет сейчас правительство и Минтранс России, если деньги закончатся, то будет дополнительно еще этот вопрос рассматриваться, и по возможности будут все-таки нам помогать, чтобы льготные билеты работали в течение всего года. Ну, вот здесь пишут такие меры, давайте запретим поездки любые и так далее. Ну, коллеги, это на самом деле нарушение конституционных прав людей, и запрещать людям выезжать, переезжать там из одного города в другой населенный пункт или перелетать и так далее, ну, это навряд ли вообще это технически возможно. Так, а во-вторых, конечно же, это, я считаю, неправильно. Так. Спрашивают, почему сельское хозяйство в Якутии не развивается. Я с вами не соглашусь. Сельское хозяйство на самом деле последние годы начинает активно развиваться. У нас впервые за последние десятилетия рост количества крупного рогатого скота, лошадей. Мы уже первые в стране так, по количеству лошадей. Так. По оленям мы вышли на 3-е место в стране. Это вот только количественные показатели. Ну и качественные показатели тоже неплохие. Я бы, пользуясь случаем, хотел поблагодарить всех селян, всех тех, кто занят в сельском хозяйстве, за то, что в 2021 году, очень трудном, очень непростом году, люди отработали достойно, и несмотря вот на страшную засуху, на пожары, мы сейчас не только не допустили сокращения поголовья крупного рогатого скота, а достигли даже определенного их увеличения. Это очень дорого стоит. Уверен, что благодаря вот той политике государственной, которую мы сейчас проводим, и благодаря тем рекордным 12,5 миллиардов рублей, которые мы в бюджете республики заложили на 2022 год, результаты будут еще лучше. Так, спрашивают про мост через реку Алдан, когда он срок. Но здесь, конечно, я бы сильно не торопился, потому что по Алдану сейчас
Даже проектирование еще не начато. Сейчас идет обсуждение, вот так называемое обсуждение инвестиций, обоснование инвестиций. Алданский мост крайне сложный мост с точки зрения его вот таких технических характеристик, места прохождения, створа прохождения. Достаточно большое количество подъездных путей надо строить. И по планам, которые есть у Федерального дорожного агентства, у республики, вот этот год должен быть посвящен этой работе, последующее это проектирование, ну и где-нибудь, если выйдем на стройку 24-й, 25-й, 25-й, скорее всего, год, это будет очень хорошим результатом. Но в целом есть поручение президента страны, которое он дал по итогам вот моего выступления на Государственном совете по транспорту, в котором четко зафиксировано, что правительство страны должно рассмотреть и принять, если это возможно, меры для обеспечения к 30 году круглогодичного проезда по федеральным автодорогам Вилюй, Лена и Колыма. И вот как раз на основании этого сейчас работа очень серьезно активизировалась по строительству мостов наших, всех крупнейших. Так в этом году уже начнется строительство моста через Вилюй в районе Верхневилюйска. Начнется проектирование 3 оставшихся мостов, уже более таких маленьких, в Нюрбинском и Сунтарском районах. Сейчас активно начинается работа по, скажем так, проектированию, по подходам к дальнейшему строительству дороги от Ленска в сторону Иркутской области. Мы настаиваем, и нас, в принципе, поддерживает Министерство транспорта страны в том, что мы должны выбрать так называемый южный вариант, который будет проходить через Пеледу и Витим. Мы надеемся, что решения тоже будут соответствующие приняты, и работа начнется по строительству данной важнейшей трассы, которая соединит в конечном итоге вот Иркутскую область с Магаданом через Якутию круглогодичным движением. Ну и, конечно же, активизировались сейчас работы и по Ленскому мосту. Мы считаем, что здесь вопросы в 2022 году будут решены по выделению средств из федерального бюджета. И те работы, которые должны быть по плану проведены в течение 2022 года, они все по плану пойдут. Вот. Ну и вот по дороге Колыма, по мосту через Алдан, вот после защиты технической обоснования инвестиций в строительство этого моста, то, что эта защита пройдет успешно, я уверен, потому что мост крайне важен и для Якутии, и для Магадана. Уже вот начнется проектирование, ну и дальнейшее строительство данного тоже важнейшего моста. Так, медкомиссия не дает медотвод по вакцинации, и здесь вот человек достаточно много объяснила, какие есть вопросы. Но здесь на медкомиссию влиять мы никак не можем. При этом хочу сказать, что это право человека, ну, даже в случае, если у него вакцинации нет, медотвода нет, человек имеет право отказаться от вакцинации. Другой вопрос, что, конечно, тем самым человек ставит под угрозу и свою жизнь, и жизнь своих родных и близких. Поэтому здесь еще должно быть личное решение человека. Так, вот спрашивают про программу по строительству жилья для семей, у которых 5 и более детей. Будет ли эта программа продолжаться? Безусловно, эта программа будет продолжаться. В этом году 200 миллионов бюджет у нас заложено на эти цели. При этом хочу сказать, что, конечно же, темпы меня не устраивают. Выделение жилья для семей, у которых 5 и более детей. У нас сегодня в очереди по республике, если не ошибаюсь, порядка 1800 таких семей. Вот. И такими темпами, вот как сейчас, эта проблема будет решаться очень долго. Поэтому в своем послании Государственному собранию Илтуман я как раз и поставил задачу, чтобы в течение 5 ближайших лет полностью была решена задача по выделению жилья для семей, у которых 5 и более детей. Уверен, что правительство эту задачу выполнит.
Так, вот очень интересный вопрос из Якутска, так, судя по всему, по заработной плате работников детских садов. Спрашивают, увеличилась ли э, вот у педагогов в 2021 году зарплата увеличилась, а вот у других категорий, которые там работают, у поваров, тех работников, она увеличилась меньше в процентном отношении. Вы знаете, вот я этот вопрос не первый раз получаю, мне его как раз уже в рамках подготовки к прямому эфиру тоже отправили люди здесь. Я созванивался с некоторыми руководителями детских садов, узнавал, на самом деле такая проблема есть. В целом по оплате труда работников детских садов, вот, по стимулирующей части, по окладам, по техническим работникам, так, которые получают только МРОТ. И у них сейчас повышение зарплаты, конечно, пойдет у тех работников, но оно связано исключительно с тем, что МРОТ повысился. Поэтому я попрошу правительство, Министерство образования к этому вопросу серьезно подойти, потому что вопросы оплаты труда, особенно вот таких низкооплачиваемых категорий, они должны у нас постоянно быть на контроле. Ну и не только низкооплачиваемых, но вот, например, те же молодые педагоги, так, детских садов, они тоже очень серьезно на сегодняшний день, много вопросов отправляют по размеру своей заработной платы. Здесь правительству надо работать. Прошу посмотреть и потом свои предложения внести. Так, пишут про северных участковых больницах не хватает врачей. К сожалению, врачей у нас не хватает везде, начиная от города Якутска, заканчивая вот нашими арктическими районами. Даже в абсолютно таком благополучном с точки зрения экономики, финансов районе, как Мирнинский район, огромный недокомплект в таких современных, хорошо построенных больницах, как, например, Удачнинская. Поэтому здесь надо работать нам по усилению подготовки кадров. И недаром вот я на этой неделе встречался с Валентиной Ивановной Матвиенко, председателем Совета Федерации Федерального собрания. И одним из вопросов, которые я и Алексей Ильич Еремеев, председатель Госсобрания, поставили, и которым получили поддержку со стороны председателя Совета Федерации, это вопрос о строительстве нового здания медицинского института Северо-Восточного федерального университета, со всей сопутствующей инфраструктурой. У нас, к сожалению, мединститут сегодня расположен в приспособленных, так скажем, зданиях 50-х, 60-х годов постройки. Конечно, это сказывается и на качестве, но и сказывается на количестве. Мы считаем, что, в принципе, нам надо кратно увеличивать уже мощности нашего мединститута для обеспечения и наших всех своих потребностей республики и ее районов. Ну и, конечно же, не будем забывать, что Северо-Восточный федеральный университет сегодня, как федеральный университет, готовит кадры и для Магаданской области, для Чукотки, для Камчатки. И здесь работу надо нам очень серьезно продолжить. И на другой уровень вводить для того, чтобы уже в этом году закончить проектирование мединститута, ну и в дальнейшем уже попадать в федеральную адресную инвестиционную программу. Вот люди спрашивают, как можно вам направить предложение по развитию инжиниринга. Пишите мне вот как раз в директ Инстаграма, вы мне в Инстаграм сейчас как раз пишите, и я это точно получу, посмотрю. Если есть хорошие предложения, мы, конечно же, их используем во благо развития и Нерюнгринского, и других районов республики. Так. Спрашивают про, будет ли Якутия строить нормальные приюты для животных. В первую очередь мы сейчас должны построить и правильно организовать работу пунктов передержки безнадзорных животных. Что касается приютов, это не обязанность регионов, это право. Вот. Я считаю, что на сегодняшний день мы пока о строительстве приюта именно за счет республиканских бюджетных средств вопрос не должны ставить. Много зоозащитных организаций есть и в стране, и в республике, которые раньше всегда выступали с точки зрения «дайте нам землю, мы сами все построим». Я считаю, что вот по этому пути лучше и идти. Спортивные комплексы. Так, спортивно-развлекательный комплекс, такого понятия нет. Так, спортивные комплексы, они сейчас работают.
Вот единственное, что соревнования проводить надо без зрителей. Пока так. В год матери поддержка для приемных семей, безусловно, будет. Я об этом в своем послании говорил. Вот тот же базовый размер выплаты по приемным семьям мы увеличиваем в 2022 году в 2 раза. Поэтому здесь очень существенная помощь именно приемным семьям будет оказана. Ну и по другим направлениям, там, где это сегодня возможно, конечно же, помощь вся будет оказываться и муниципалитетами, и республиканскими властями. Так, ну вот здесь пошли уже такие вопросы по такие. Будет ли конечная остановка зала к 4-й маршрут «Теплая остановка»? Ну, эти вопросы надо, конечно, адресовать городу. Я понимаю, что теплые остановки в городе строятся, так, но где конкретно, это все-таки прерогатива мэрии города Якутска. Они с удовольствием на ваш вопрос будут отвечать. По студентам, по удаленке решение не принято. Тоже хочу сказать, что пока таких решений нет. Вот уже люди как раз пишут на требования о запрете переездов, что вот мы в деревнях ездили и будем ездить, это наше конституционное право. Я согласен, это конституционное право. Ограничения могут вводиться только в крайнем случае, так, и то по отдельным населенным пунктам. Очень надеюсь, что таких случаев, как карантин по городу Якутску, когда реально могут вводиться запреты на передвижение, не должно быть при нашей жизни. Так, это все-таки такая экстремальная мера. Так, вопросы у нас все однотипные, вот по ковиду опять повторы и повторы идут. Так, вопрос пошел по вот Россен. Россен, конечно же, всех нас очень серьезно волнует. Мы видим, что это проблема не только нашей республики, это проблема в целом всей страны. Более того, это проблема уже общемировая. Инфляция в Америке, в Европе, она в этом году тоже побила все рекорды послевоенные. Вот. У нас в стране она тоже превысила плановые показатели и тоже достаточно значительно. Мы видим это, например, на повышении цен на стройматериалы, на металл, на металлоконструкции. Конечно же, это тоже очень серьезным проблемам приводит для нас, как заказчиков, например, строительства больших крупных социальных объектов, школ, детских садов, домов культуры. Те же мосты, например, так сейчас мы видим, что, конечно же, металл для их строительства стоит уже гораздо дороже, чем в 2019 или 2020 годах. Поэтому проблема, она, еще раз говорю, общемировая. Вот, мы надеемся все-таки, что этот рост цен прекратится. Вот, это раз. Во-вторых, все-таки правительством страны принят ряд мер в части компенсации по, например, постройкам, по удорожанию строительства тех или по объектам, которые ведутся за счет государственных средств. Тоже правильное такое решение. По дорожному строительству такие решения приняты. Ну и, конечно же, вот я благодарен президенту за то, что он дал поручение, например, по пенсиям индексацию делать выше темпов инфляции. Важнейшее решение, так, и очень надеюсь, что правительство страны в ближайшее время все решения оформит. Вот. Ну и таким образом мы должны как раз защищать наиболее такие социально уязвимые категории населения. Поэтому в этом направлении работа будет продолжаться. Так, вот несколько вопросов проскочило по вопросам, связанным с вывозом мусора по ряду и районов по городу Якутску, там пара была, и вот сейчас по Нерюнгри, по-моему, по Алдану. Здесь я прошу коллег моих тоже на контроль взять. Работа по обращению с твердыми коммунальными отходами, конечно, у нас должна выходить на другой уровень. И соответственно, вот вопросы вывоза мусора, они крайне важны для социального самочувствия, ну и в целом в том, что в числе и для эпид-ситуации уже непосредственно в самих населенных пунктах. Потому что весна уже не за горами.
Так, спрашивают, как устроиться на высокооплачиваемую вахтовую работу. Ну, здесь достаточно много сайтов, так, начиная со службы занятости республики, которые тоже вакансии все публикуют, заканчивая уже есть такие специализированные сайты, вот, боюсь ошибиться, на вахту 14.ру, по-моему. Вот, и там вот как раз предложения есть, и на сегодняшний день, слава богу, вот предложений по Якутии много. Поэтому если кто желает устроиться, есть у него соответствующие компетенции, здесь серьезных проблем нет. Вот нужен жесткий контроль школ. И есть родители, которые болеют, отправляют своих чад, сопливых, кашляющих и так далее. Так, абсолютно с вами согласен. И я вот как раз на каждом заседании оперативного штаба вопрос этот поднимаю. Усиление контроля за школами, за детскими садами с точки зрения недопущения туда детей с признаками ОРВИ. Вообще, друзья, здесь надо всем нам понимать, что сегодня вот омикрон тот же, да, его симптомы практически идентичны симптомам гриппа. Голова болит, кашляют люди, насморк, заложенность носа. Поэтому, если вы такие симптомы у себя чувствуете, не думайте, что это может быть просто насморк, и не надо в этом случае на работу идти. Надо все-таки сдать анализы, убедиться, что у вас ковида нет, так, ну и потом уже дальше работать. К сожалению, вот у нас за эти 2 года сформировалось мнение, что если ковид, то обязательно должно там обоняние исчезнуть, какие-то другие симптомы, так, связанные вот с ковидом первоначальных форм. Сейчас вирус мутирует, и вот сегодня омикрон, его симптомы это практически идентичные симптомам гриппа. А у нас как раз в республике сейчас активно грипп циркулирует, различные вирусы циркулируют, типа вот ротавируса, много случаев. И вот как раз для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения этой болезни, просьба при малейших признаках ОРВИ и так далее, ну, оставаться дома, сдать анализы, если есть тесты самим сделать так, ну и потом уже убедившись, что у вас нет положительного анализа, уже дальше работать. А если какие-то сразу появляются симптомы по ковиду, выявляется положительный, то надо лечиться. Вот еще раз хочу сказать, что единственное положительное, что пока есть по информации по омикрону, то, что для вакцинированных он проходит легко и у многих даже бессимптомно. Вот это главное, так, как раз поэтому я еще раз призываю вас всех активнее вакцинироваться. Это очень важно для того, чтобы максимально обезопасить себя, своих родных и близких. Болезнь коварная, и, к сожалению, вот тот же омикрон для тех, кто не вакцинирован, он может протекать в тяжелой форме и приводить к смертельным случаям. И в мире таких случаев уже, к сожалению, много. Так, ну вот по Нижнему Куранаху еще раз дали вопрос. Еще раз говорю, он пока по эпид-ситуации закрыт. Как только эпид-ситуация позволит, бассейн заработает. Так? Ну, пока они там приняли решение, что он пока будет стоять, а не пока будет закрыт. Так, стройка школы Саталы когда? Ну, мы очень надеемся, что в рамках вот проекта по Внешэкономбанку школа в Сатале начнет строиться. Она во всех планах города Якутска присутствует. Так. Ну вот опять очень, друзья, ну вот видно, что люди только сейчас подключаются и повторяют те же вопросы, которые были. Будет ли закрываться детские сады? Нет, детские сады не будут закрываться. Детские сады закрывать я вообще не считаю нужным, так как, во-первых, контроль там достаточно жесткий по детским садам. Ну и во-вторых, если детские сады мы закроем, это, соответственно, практически все родители должны дома сидеть с детьми, на кого они их оставят. Так, вот из Нирингри пришел очень такой интересный вопрос о том, что у них более чем в 2 раза выросла
оплата по теплу. И такого, ну, более чем в 2 раза такого роста быть не может. Я попрошу Романа Михайловича Щегольника, главу района, посмотреть и потом меня информируйте, чтобы мы могли информировать вот этого человека, который написал. Здесь фамилия его все присутствует. Вот. Ну, это точно не так должно быть. Так, вопрос очень странный. Когда откроют площадь Ленина в Якутске? Ну, площадь Ленина, она и не закрывалась. Вот, наверное, вопрос все-таки по улице Ленина. Так, ремонт идет, и в 2022 году там проезд уже будет. Вместе с тем, вот весь ремонт от, скажем так, от Залога до Чернышевского, он до Хабарова по Ленина, так, он будет завершен только в 2023 году. Большой объем работ, и мы же не только асфальт делаем, мы будем перестраивать практически весь проспект, чтобы он стал таким современным, красивым, соответствующим уже уровню столицы Республики Саха-Якутия. Хочу также сказать, что по площади тоже есть ряд проектов уже, каким образом его делать, но пока, как и жители мне пишут после общественных обсуждений, все-таки пока он вызывает много вопросов проект, надо будет его дальше обсудить, ну и потом уже совместно принять решение его реализовывать в последующие годы. Друзья, ну у нас время постепенно, по-моему, так близится к завершению. Я тут тоже на несколько вопросов быстро посмотрю. Так, что еще у нас? Так, ну давайте вот на личные вопросы уже отвечу, наверное. Так, первое, это как ваша собака, спрашивают. Ну, щенок растет, нормальный, активный, слава богу, все хорошо. Так как собака охотничья, намерен ее как раз вот как охотничью собаку делать. Мы по весне, после прохождения всех прививок и так далее, уже направим его к месту постоянной дислокации. Вот. Теперь, как вы собираетесь проводить день рождения? День рождения я буду проводить как обычно, в работе. Ну, вечером, надеюсь, с семьей отметим. Так. Будете ли окунаться в прорубь? Ну, вот, насколько я знаю, решение оперативного штаба и решение оргкомитета, что крещенские купания они будут, но будут проводиться строго в соответствии с эпидситуацией, соблюдением социального дистанцирования и других. Ну, вот с коллегами поговорю, посмотрим, если ситуация позволять будет еще раз говорю, по ограничительным мерам, то да. Если будет запрет, то, конечно, тут уже не до этого будет. Так. Как съездили на рыбалку? Вот тоже отличный вопрос пришел. Хорошо съездил, я доволен. Хотя было очень холодно, минус 51 градус, но, в принципе, мы половили, и, как говорится, река родная нас не обидела. По крайней мере, окуней было очень много. Так, а Матвиенко обещала чем помочь. Валентина Ивановна всегда очень хорошо относится к нашей республике, очень тепло, очень хорошо знает о наших проблемах, всегда нас поддерживала. Благодаря именно ее личной поддержке у нас вот проект «Дети Арктики» стал федеральным, и благодаря ее личной поддержке, ее ходатайству, онкологический диспансер у нас в городе активно строится. Ну и сейчас вот те вопросы, которые мы поставили перед ней, она все поддержала. Это касается и вот строительства медицинского института Северо-Восточного федерального университета, это и вопросы строительства республиканской инфекционной больницы, она нам абсолютно нужна, и вот как раз ковид сейчас это показал, что для республики такая единая инфекционная служба, единая, которая будет располагаться в одном здании, она нужна, и обещала поддержать. И, конечно же, вопрос Ленского моста тоже в поле ее зрения. И мы с ней договорились, что в конце года пройдут Дни Республики Саха-Якутия в Совете Федерации, по итогам которого будет принято постановление Совета Федерации о поддержке, государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха-Якутия. Тоже очень важное, нужное для всех нас решение. Дорогие друзья, ну, время выходит, тут многие пишут тоже, да, работать надо. Всем всего самого хорошего, счастья, добра, успехов, ну и главное здоровья.